Около 94% территории Кыргызстана составляют горы. В стране насчитывается почти 10 тысяч ледников, покрывающих около 3,5% площади страны. Изменение климата приводит к деградации ледников. Среди угроз, вызванных их таянием, является формирование высокогорных озер. Прорыв таких озер может вызвать катаклизмы в виде паводков, селей и затопления населенных пунктов. В Кыргызстане насчитывается около 370 прорывоопасных озер, из которых 170 приходится на Иссык-Кульскую область. В Иссык-Кульском районе ПРООН совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций определили 3 пилотных населенных пункта, для которых прорыв горных озер представляет наибольшую угрозу. Село Чон-Сарыой, город Чолпон-Ата и село Бостери. Для снижения уровня опасности укреплены водоотводные сооружения и отремонтированы каналы для сброса воды из высокогорных озер и ливневых осадков. Работа выполнялась при поддержке ПРООН и Министерства чрезвычайных ситуаций с участием местных властей, внесших свой вклад в ремонтные и строительные работы. Эти меры являются частью комплексных усилий по прогнозированию и снижению опасности прорыва высокогорных озер. В Кыргызстане внедрен новейший IT-модуль для мониторинга селевых процессов в результате прорыва высокогорных озер. Эта система, впервые применяемая в области мониторинга стихийных бедствий в стране, использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения точности прогнозов и своевременного предоставления важной информации. Система способна анализировать данные о зеркале озера и температуре, отслеживать текущее состояние и сравнивать с историческими данными, выявлять тенденции, предсказывать риски и разрабатывать стратегии для их минимизации. Для этого используются спутниковые сервисы Европейского Союза и НАСА, а также климатические сервисы и сервисы землетрясения. Основная функция системы – мониторинг прорыва опасности озер для предотвращения потенциальных экологических и социальных катастроф. Система автоматически рассчитывает площадь озер, определяет границы и выявляет потенциальные угрозы, оповещая специалистов о возможных прорывах. Координаты озера передаются в спутниковую систему «Коперник». Коперник получает данные со спутников и отправляет их в систему для обработки алгоритмами, где данные сверяются и принимаются соответствующие решения. Для расширения сети мониторинга в труднодоступных районах были установлены 2 автоматические метеорологические станции в селе Чон-Сарыой и городе Чолпон-Ата, что повышает точность данных для численных методов моделирования и прогноза. Эта инновационная система мониторинга, не имеющая аналогов в странах СНГ, создает эффективный инструмент для обеспечения безопасности людей и окружающей среды, позволяя предотвращать или минимизировать ущерб от стихийных бедствий.